Ольга Ефременкова – мать-одиночка. Девушка, оставшаяся в детстве без попечения родителей, никогда не имела собственного дома, живет в общежитии. Здесь имею туалет, комнату и холодную воду. Горячей нет. Ольга пришла на прием, который проводил замполпредов ЦФО. Для организации видеоселекторной связи в Вязьму привезли необходимое оборудование. В городе работала мобильная приемная президента Российской Федерации. Ольга Ефременкова рассказала, что суд вынес решение о предоставлении ей жилья, но квартиры пока нет. Решение суда было не исполнено. Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков специально прибыл в Смоленск для решения проблем жителей региона. Он побывал практически во всех областях ЦФО. По проблеме Ольги Ефременковой он попросил доложить первого замгубернатора Михаила Питкевича, который сообщил, что деньги будут выделены. Глава администрации Вяземского района Инна Демидова рассказала, что планируется построить многоквартирный дом для детей-сирот. Квартиру Ольги Ефременковой обещали выделить к декабрю. Направим письмо и на контроле этот вопрос будем держать. Вот такая постановка вопроса вас устраивает? Устраивает, да? Да, спасибо. Иван Фролович Зеликов, инвалид второй группы, участник Великой Отечественной войны. Его супруга рассказала, насколько сложно им приносить воду. Каждый прожитый день превращается в испытание. Он несет воду в руках по литре или по две. Я с костылем тоже несу литру воды. И так мы тягали. Несчастный дом. Вот. А воды нету. Это проблема, которая у вас не должна была быть, по сути дела. Мне хочется вам еще раз сказать спасибо за то, что вы сделали для страны нашей. А вот по этому вопросу обязательно мы проработаем, и этот вопрос будет решен. Протяженность водопровода от магистральной линии до дома Ивана Фроловича 40 метров. Цена вопроса по первоначальным оценкам 60 тысяч рублей. Сроки намечены. В июле у Ивана Фроловича в жилище должна быть вода. Плохое освещение улиц, вопросы ЖКХ, энергоснабжения, а также недостаточное обеспечение ветеранов путевками. Проблемы, с которыми обращались жители Вязьмы, характерны для жителей России в целом. К примеру, жалоба касалась плохой дороги на улице Парижской коммуны. Дорожное покрытие отремонтируют к сентябрю. Мобильные приемные президента эффективно работают на протяжении многих лет. Заявители могут зайти в автомобиль, и их услышат при необходимости в любой точке Центрального федерального округа. Любой чиновник должен понимать, что он существует и работает, и живет повседневной своей жизнью для людей. Не народ для него, а он для людей. По каждой проблеме, о которой он узнал, заместитель полпреда направит письмо губернатору. И губернатор по итогам проделанной работы письменно отчитается президенту. Мурат Зязиков считает, что особое внимание в регионах надо уделять улучшению демографической ситуации, работе с детьми-сиротами, ветеранами, инвалидами, повышению благосостояния бюджетников. После посещения Смоленского региона Мурат Зязиков отправится в Курскую область. Екатерина Левицкая, Дина Гришина, Денис Артеменко, Роман Зорин. Вести Смоленск.